Я надеюсь, у вас тоже формируется представление о том, что, возможно, происходит вокруг. Для некоторых из вас то, что вы собираетесь узнать с нами, может оказаться трудным, пройти путь боли. Но есть надежда, всегда есть благодать. Мы будем приправлять каждую лекцию этим посланием надежды. И снова возвращаемся к нашему разговору. Я заметил, что по статистике, и мы следуем плану конспекта, женщины в 2 раза чаще подвержены посттравматическому синдрому. Если это правда, то почему? Не знаю почему, но мозг женщины устроен иначе, чем у мужчины, и я уверена, вы это уже заметили. Мы даже не собираемся комментировать это. Думаю, что это связано с тем, что женщина наделена мультифункциональностью. Похоже, испытанная травма оказывает на нее более обширное влияние, волной проникая во многие аспекты ее существа, поскольку она не способна сегментировать свое мышление, как могут мужчины. Люди часто пытаются отделить травму от остальной своей жизни и, оставив ее в закрытом отсеке, продолжают жить дальше, нося это все в себе. Вероятно, женщинам это дается труднее. Тим, недавняя статистика по боевой психотравме подтверждает эту идею, сообщая, что 70% женщин, побывавших в боевой ситуации, имеют в результате посттравматический синдром. Это довольно большая демографическая группа. Точно так же охранные и резервные войска демонстрируют сравнительно более высокий процент подверженности боевой травме в связи с уровнем готовности. Сравните опытного военного и мобилизированного гражданского человека, которого внезапно забросили на передовую. Послушайте статистику. Примерно 5,2 миллиона взрослых американцев в возрасте с 18 до 54 лет ежегодно отмечают как имеющих посттравматический синдром. Эта же статистика говорит, что 61% мужчин и 51% женщин пережили травму с последствиями в виде посттравматического синдрома. Это впечатляет. Преобладающая часть населения. Это заставляет задуматься над тем, что происходит вокруг, и побуждает к действиям. Есть ли еще статистические сведения, которыми вы хотите поделиться сейчас? В ходе этой видеосерии будет снова подчеркиваться уже сказанное, преимущественно посредством примеров из личного опыта, чтобы помочь студентам рассмотреть проблемы с разных сторон. Хорошо, давайте тогда еще более приблизимся к рассмотрению того, как кризис и психотравма влияют на людей. Сначала проясним некоторые термины. Человек, переживший психотравму, имеет дело с навязчивым повторением пережитого события. Возможно, это вспышки памяти или ночные кошмары. Дайен, вы говорили об этом. Человек не вспоминает то событие, а он переживает его снова. Это не то же самое, что вызвать что-то из памяти или думать о прошлом. Это событие как будто снова происходит с человеком в данный момент. Вы уловили разницу? Человек не вспоминает, он проживает опыт снова. Например, каждую ночь он слышит запах одеколона человека, причинившего насилие. Да, например, на вас надета голубая рубашка. Я часто привожу пример, что если женщину изнасиловал человек в голубой рубашке, и если проблема психотравмы внутренне не решена, голубая рубашка становится триггером. Это еще один термин. И если она сядет напротив вас, то все, что она будет видеть, это рубашка, и моментально она переключается на режим страха. Теперь она воспринимает вас как врага. Она будто заново переживает все. Могу подтвердить также короткой историей. Женщина-медик, служившая в Ираке, передавая иракского младенца в руки родителей, имела неосторожность заглянуть в их глаза. Теперь, вернувшись в Америку, каждый младенец, к которому она прикасается, всколыхивает в ней пережитые чувства, и она не может это контролировать. Очень трудно помочь в подобных случаях. Боб, объясни, пожалуйста, термин «перевозбуждение ЦНС». Как ты его понимаешь? Он сравним с громким хлопком или треском, как от фейерверка 4 июля. Это что-то очень бьющее по нервам, раздражающее. У нас в Хьюстоне, штат Техас, в этот день проводят фейерверки в некоторых местах. Однажды несколько человек, жертвы посттравматического синдрома,
оказались там в это время. Можно было понаблюдать, как они при звуках разрывов делали движения, пытаясь прикрыться руками или куда-то спрятаться. Не обязательно они переживали что-то снова, просто данный стимул производил экстремальную реакцию в теле. То же самое с вождением автомобиля. Водитель видит картонную коробку на дороге и делает излишне резкий поворот, стараясь объехать ее, потому что думает, что это может быть бомба. Термин «ступор». Даен, что это значит? Это когда у человека слабо выраженные эмоции. Он живет как будто в депрессии, не чувствуя ничего. Термин «бей или беги». Боб, что это? Например, вы сидите в ресторане, и входит кто-то, кто показался вам опасным. Вы начинаете бежать из помещения, не задумываясь и не разбираясь, просто подальше от угрозы. Термин «диссоциация». Диссоциация – это когда вы мысленно переноситесь в другое место, прочь от реального, в котором находитесь. Это использование воображения, чтобы убежать от травмы, от которой не можешь избавиться. Такое часто встречается у детей, переживающих хроническое насилие. Пятилетняя девочка не может убежать от 90-килограммового мужчины, поэтому она учится диссоциироваться, жить в воображаемом, лучшем месте, как будто это происходит не с ней, а с кем-то другим. Мы сейчас не просто забрасываем вас новыми терминами, но стараемся прояснить их смысл, потому что вскоре эти новые представления о реакциях людей станут частью вашей жизни, и мы надеемся, что в следующий раз, когда вы встретитесь с такими особенностями поведения, вы будете по-другому воспринимать человека. Вы будете лучше понимать, что происходит в его жизни. Есть и другие важные явления, например, такие эмоциональные состояния, как депрессия и тревожность, которые начинают появляться в результате психотравмы. Некоторые люди доходят до попыток самоубийства. Мы говорили об этом. Это очень связано с травмой. Мы также говорили о том, что называем самобичеванием, и о стыде. Мы говорили о чувстве вины у выживших. Да, мы говорили об этом в учебнике по исцелению боевой психотравмы, который предлагает христоцентричный подход к проблеме боевой психотравмы. В нем мы обсуждаем то, о чем мы с вами упоминали выше. Где был Бог, когда это происходило? И что Бог думает об этом? И затем необходим переход к обсуждению эмоций гнева, вины и ложной вины. Человек остался живым в бою, а его товарищ рядом погиб. С этим трудно жить. Вот на прошлой неделе я был в госпитале Волтера и был свидетелем этому. Молодой солдат участвовал в боевых действиях в Афганистане. Его наблюдательный пост был окружен. 4 человек погибли, спасая этого солдата. Он признался, что испытывает острое чувство вины за это. И поскольку мы говорим о пути исцеления, коронное место во всем этом принадлежит прощению. Прощение Иисуса Христа. Простить себя и других, будучи прощенным Богом. Частью нашего пути является то, что жизнь не такова, как должна быть. Мы ощущаем пустоту в душе и спешим заполнить ее чем-то. И я подумал, Даен, о слове «пристрастие», когда мы привыкаем успокаивать себя, утешать другими отношениями, другими вещами в жизни, потому что есть огромная рана, есть вакуум внутри нас. Это, вероятно, меняет то, как мы рассматриваем концепцию пристрастия. Да, при неисцеленной психотравме всегда есть проблема самолечения и самоуспокоения. Вот почему я и хочу вернуться к посттравматическому росту. Это последняя концепция, которую нам предстоит понять. Хочу сказать несколько слов о программе. Боб, я знаю, вы много времени провели с нашей командой, и все мы имели влияние на составление учебного плана. Начинается она темой «Острый стресс и психотравма». Есть также лекции на тему «Горе утраты», «Осложненное горе», «Психотравма и жестокое обращение», «Тревожность и депрессия», «Психотравма и привязанность», «Стратегии душепопечительства». Затем мы переходим к теме развития кризиса, где рассмотрим посттравматический синдром. По моему мнению, данная программа содержит глубокие лекции, представленные очень одаренными лидерами. Какие ваши мысли о данной серии, Боб? Да, я совершенно в восторге от программы. То, что мы собираемся делать в ней, абсолютно релевантно ткани жизни Америки, независимо от того, имеется ли связь происходящего в ней с военной сферой или нет. Тема психотравмы сама по себе чрезвычайно важна для рассмотрения, так что я очень рекомендую этот материал. В разделах 4 и 5 данной серии вы найдете несколько сильных и глубоких идей по поводу применения данного душепопечительства в военной сфере. Вы услышите о военных, об индивидуальных особенностях психотравмы, о семьях, о вторичной психотравме, переживаемой в семье, женой или детьми,
и как с ней разбираться. Мы рассмотрим духовное решение. Мы услышим рассказ героя Ордена Почета Гэри Байкерка. Это американский военный врач во Вьетнаме, получивший высокую награду. Вернувшись с войны, он жил в пещере в Вермонте, потому что не мог справиться с пережитым и страдал от посттравматического синдрома много лет. Страдали также его жена и дети. Но он прошел долиной смертной тени в силе Бога, и теперь он член Американской ассоциации христианских душепопечителей. Он и его жена Велли несут служение душепопечителей в Рочестере, штат Нью-Йорк. Итак, духовный подход в исцелении от травм очень важен. Кроме того, мы говорим о церкви и парацерковных организациях, о том, что при сотрудничестве множества организаций трудные задачи становятся легкими. То есть, когда мы в партнерстве с кем-то окружаем заботой страдающего человека ради его блага. В общем, будет замечательный материал. Целый ряд удивительных докладчиков. Вот что вам предстоит. Дайен, прежде чем завершить данный раздел, исходя из нашей предыдущей дискуссии о том, как люди реагируют на кризис и травму, я думаю, что возникает вопрос о степени разрушительности этих событий. На основании того, что вам приходилось видеть, скажите, что определяет тип или характер их влияния? Речь может идти о частоте и интенсивности травмирующего события, часто о возрасте пострадавшего. Если это взрослый, то может иметь значение, были ли предыдущие травмы в его жизни. Если это ребенок, то была ли оказана ему помощь. Тоже и в отношении боевой психотравмы. Если травма игнорируется, она усугубляется. Так что есть много факторов, некоторые из которых мы можем контролировать. В таком случае это ослабляет влияние травмы. Я бы также сказала в отношении данной серии, что я испытываю огромную любовь и заботу о таких пострадавших. И то, что я видела на протяжении десятилетий, это то, что церковь, как и все общество, отстранилась от них, воспринимая их как ущербных, больных или с причудой. Но дело в том, что посттравматический синдром – это нормальная человеческая реакция на ненормальную ситуацию. Не сам человек является ненормальным, а пережитая им ситуация, она была ненормальной. Вот эту концепцию важно усвоить. Итак, вы говорите, что посттравматические симптомы – это нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Если эти симптомы оставить без внимания, без исцеления, они могут привести к расстройству, и это может навредить и препятствовать нормальному функционированию человека в обычной жизни. Да, это все ведет нас прямиком к теме духовного возрастания после психотравмы. Я хочу процитировать двух профессоров Университета Северной Каролины в городе Шарлотт. Это Лоренс Каллахун и Ричард Тедечи. Они должны быть записаны в ваших конспектах. Вот что они говорят. Психотравма может вести к позитивным изменениям. Улучшение отношений. Как вы знаете, мы идем именно в этом направлении. Надеюсь, вы видите это. Новые возможности в жизни, способность больше ценить жизнь, большее ощущение личного роста и духовного развития. Лоренс и Ричард говорят о парадоксе, который демонстрирует успешно исцелившиеся после психотравмы. В какой-то момент они начинают рассматривать свои потери как источник ценных приобретений и видят жизнь в другом ракурсе. Они способны развивать большую степень близости во взаимоотношениях, чувствуют большое понимание и сострадание к людям, переживающим трудности в жизни. Мы с вами знаем, что Бог может делать, и Он делает невероятное даже в самые худшие моменты, когда человек сломан. И эти моменты становятся ценными жизненными уроками. Они даются нелегко. Порой обстоятельства кажутся бессмысленными. Но если ухватиться за эти уроки, они могут преобразить тебя. Да, думаю, Писание подтверждает это, когда говорит о золоте, испытываемое огнем. Знаете, огонь — это больно. Это трудный процесс. Это часто длительный процесс, в особенности, если травма глубокая и осложненная. Но я видела измененные жизни. Я часто называю работу, которую я выполняю, врачеванием, предшествующим искуплению, поскольку я видела, как Бог использует людей, чтобы восстановить, обновить и преобразить тех, кто встретился со злом, тьмой, с чем-то невообразимым для большинства из нас. Тим, я вижу, что это чрезвычайно важно. Люди, пережившие травму, становятся частью исцеляющего процесса для других. Мы говорим о посттравматическом росте. Они становятся частью решения для чьей-то жизни, и это сильно.
Само их существование дает надежду другим, потому что есть кто-то, кто пережил это и духовно вырос. Мы подходим к первой лекции. Мы завершаем эту беседу пунктом под названием «Исцеляющая благодать». Это о духовном возрастании страдающих от посттравматического синдрома. Сейчас я хочу сосредоточиться на Божьей любви и благости. У вас в конспектах есть много мест из Писания. Сейчас я поделюсь несколькими из них. Я очень люблю Псалом 45. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». То есть, когда оказываешься, что называется, между молотом и наковальней, Боб, наверное, оцените это. Данный отрывок, как считают, относится к ситуации, когда 180 тысяч ассирийцев выступили против 10 тысяч израильтян. Они были мертвы. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Независимо от того, что происходит в жизни, Бог посреди тебя. Стих 10 описывает, как Бог расправился с их проблемой. И далее «Остановитесь и познайте, что я Бог». Слово «остановитесь» значит на современном разговорном языке «расслабьтесь». В еврейском тексте «прекратите драться». Здесь концепция человека, держащего руки наготове, чтобы бить и защищаться. Псалом буквально говорит: «Опустите руки и знайте, что здесь присутствует Бог». Иные полагаются на колесницы, иные на коней, иные на укрепление города с большими железными воротами, но будем доверять Господу. Да, именно так, посреди всего этого Бог есть здесь. Когда вы думаете о заботливом прикосновении Бога, когда вы утешаете кого-то из Писания, о чем вы делитесь с людьми, что вы хотите, чтобы они знали? Могу привести пример из моего опыта в войсках в Багдаде. Когда подразделение готовится к опасному патрульному дежурству, солдаты не беспокоятся о соблюдении политической корректности. Они хотят знать, что Бог — крепость, прибежище, скала, что Он — щит. Псалом 17, стих 3. Для некоторых Псалом 90 — это псалом военнослужащих, дающий уверенность, что Бог защитит их в тени крыл своих. Такое богатство отрывков в Писании, Тим, которые абсолютно применимы. Я часто привожу людей к отрывку в Исаии 45, стих 3, где Бог говорит: «Я отдам тебе хранимое во тьме сокровище и сокрытое богатство, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени». Травма — это тьма, а сокровище — в ходе того, как мы исполняем волю Божью и смотрим в лицо истине, тому, с чем мы больше всего боимся встретиться. Мы обнаруживаем, что сокровище — это сам Бог. Бог знает наши испытания, нашу скорбь. Его глубоко трогают наши немощи. Об этом говорит Писание. Я люблю Римлянам 8, стих 32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» И Павел сам далее отвечает, что ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. И заканчивая эту мысль, мы автоматически переходим к замечательной идее, что у Бога нет лучшего плана, чем именно через людей открывать свое послание любви, благодати и надежды. Через нас другим. Мы — канал Божьей любви. И начинается это познание с Его пребывания в жизненно важных близких взаимоотношений с Ним, с осознания того, кем является Иисус для нас, с веры в Него. Прежде всего, приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. И когда вы знаете Его, вы можете делиться им. И это есть великое поручение душепопечительства. У вас в конспекте есть отрывок из второго послания Коринфянам, 1 глава, 3-4 стихи. «Наш Бог — Отец милосердия и всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби». Вспомним Галатам 6 главу, 1-2 стихи. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Здесь идея со всех сторон окружить человека поддержкой. Иакова 5 глава с 13 по 16 стих.
Здесь говорится о молитве и присутствии рядом с тем, кто страдает. Все это очень важно. И если вы усвоите это, то сможете быть частью великого Божьего замысла. Вот о чем этот курс. Мы изучаем, безусловно, трудную сферу, но такую, в которой есть надежда. Великое послание надежды. Я усердно молюсь, чтобы Бог внедрил это послание в ваше сердце и с нетерпением ожидаю увидеть то, что Он собирается сделать в вашей жизни, через вашу жизнь, для тех, кто нуждается в этом послании надежды и ожидает его от вас. Пусть Бог благословит вас и поддержит вас в этом изучении.